Все видно. Добрый день, уважаемые родители. Мы рады вас приветствовать на нашем консультационном часе на тему трудностей в обучении и пути их преодоления у детей с тяжелыми нарушениями речи. Организовано в рамках работы Республиканского консультационного центра. Меня зовут Будняна Александровна, я являюсь методистом Республиканского консультационного центра. И сегодня на ваши вопросы будет отвечать Игнатова Ярослава Игоревна. Она учитель-логопед детского сада номер 61. Ярослава Игоревна сначала ведет в суть проблемы данной темы, а вы уже, мои участники, если у вас будут вопросы, задавайте их прямо в чате, в прямом эфире. Ярослава Игоревна вам на них ответит на все ваши вопросы. Даю слово Ярославе Игоревне. Добрый день, уважаемые участники. Рада снова с вами встретиться. Сегодня мы поговорим о такой теме, как преодоление трудностей в обучении детей с тяжелыми нарушениями речи. Я буду показывать некоторую презентацию, так, чтобы было вам удобно. Давайте посмотрим первый наш слайд. Кто же такие дети с тяжелыми нарушениями речи? Конечно, это особая категория детей с отклонениями в развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен интеллект, но есть значительные речевые дефекты, влияющие на становление их психики. Почему вдруг возникла такая тема? Потому что очень часто обращаются родители с какими-то своими проблемами, говорят, что у ребенка нарушен, например, какой-то звук, но когда начинаешь общаться с ребенком, выходишь на диалог с ним, то понимаешь, что кроме нарушения какого-то определенного звука есть ряд других нарушений. И вот эти нарушения мы сегодня с вами рассмотрим для того, чтобы вам было понятно, на что обращать внимание. Я так понимаю, что все-таки целевая аудитория – это родители, и родители зачастую не знают, на что именно обращать внимание. Что это такое тяжелое нарушение речи? Ну, давайте посмотрим с вами. Так. Итак, так или иначе, тяжелое нарушение речи влияет на жизнь ребенка. Отмечаются в первую очередь отклонения в эмоционально-волевой сфере. То есть данные детки из-за своих речевых проблем, естественно, испытывают какой-то дискомфорт в общении. Так, таким деткам присущи это нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, снижена мотивация. Детки могут быть замкнуты, может быть выражен речевой негативизм, то есть детки отказываются общаться, потому что они не могут общаться ни с друг другом, ни с взрослыми. Неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость. И, конечно, вследствие вот таких проблем возникают трудности в общении с окружающими. Детки не могут налаживать контакт со своими сверстниками. Естественно, требуется целенаправленная коррекционная работа. Давайте дальше посмотрим, что же у многих деток с тяжелыми нарушениями речи, естественно, отмечаются трудности, могут быть различные сложности в структуре дефекта. Какие же именно в речевой сфере наблюдаются трудности, отмечаются? Это в первую очередь формирование грамматического строя речи. Надо обязательно обращать внимание, как разговаривает ваш ребенок. Также затруднения, естественно, в словообразовании, в словоизменении, в употреблении различных предлогов. Также проблемы в образовании падежных конструкций, падежных окончаний, использование падежных окончаний. Также проблемы, когда порядок слов в предложении нарушен, то есть ребенок не может выстроить фразу, затрудняется в выстраивании фразы. Фраза может быть однословная, усеченная, и с этой стороны, естественно, происходят трудности. То есть многие родители, как часто разговаривая,
прихожу к выводу, что родители понимают, что ребенок хочет сказать, и они договаривают за ребенком фразу. Но нужно, конечно, форсировать события и помогать ребенку, чтобы он сам хотел выразить эту фразу. Но это мы дальше немножко продолжим об этом говорить. Также какие еще трудности у детей с тяжелыми нарушениями речи? Это дифференциация звуков, то есть детки не слышат фонемы, не различают звуки по глухости, по звонкости. Бывают дефекты озвончения или глушения. Чаще родители этого не замечают. Естественно, профессионально, когда логопед подходит, он слышит это. Также проблемы возникают у детей с тяжелыми нарушениями речи, это овладение звукобуквенным анализом. Это еще одна такая сложность, естественно, анализ и синтез, умение разложить слово на звуки, да, и снова собрать это все. Данное направление бывает сложным для самих родителей, поэтому в своей практике я первоначально сначала обучаю родителей, что такое звукобуквенный анализ и как с этим работать. Ну, естественно, наверное, самое высшее, что высшая деятельность речевая – это умение связно высказывать свои мысли. И у детей с тяжелыми нарушениями речи, конечно, это вызывает большие трудности. Составление рассказов, описательных рассказов, рассказов по серии картин, пересказы каких-то произведений или сказок. Это самое такое сложное нарушение. И если вы общаетесь со своим ребенком и понимаете, что вот, например, смотрит ребенок мультфильм даже, и он не может вам пересказать, что было, то на это уже можно обратить внимание, что проблемы существуют. Дальше, ну вот немножко расскажу, что помимо того, что у деток нарушены именно речевые вот эти трудности, да, и чаще бывает, что у деток с тяжелыми нарушениями речи наблюдается нарушение общей и мелкой моторики. Это, естественно, несформированность двигательных навыков, трудности во владении потом, в начале как бы овладение рисованием, умение пользоваться ножницами, кисточками, да, это вот можно обратить на это внимание, что вот эти двигательные навыки, они нарушены. Это тоже является предпосылкой к тому, что у ребенка, например, в будущем, когда пойдет в школу, будет сложности во владении навыками письма. На это тоже надо обращать внимание. Детки такие рисуют очень медленно, буквы пишут неразборчиво. В данной ситуации они даже не видят строчки, клеточки, да, вот когда учимся, например, рисовать по клеточкам, ребенок не видит границ, то есть и помимо нарушена, что мелкая моторика, и нарушено, естественно, оптико-пространственное отношение. Бывает несоблюдение величины, когда рисунок и дети пишут, ну, рисуют, пишут буквы, то то же самое, не соблюдает вот эту одну, например, клеточку или две клеточки, выходит за границы, строчка уплывает, это тоже является определенной трудностью. Так, также у деток не сформированы функции дифференциации, захвата, удержания предметов. Это все мелкая моторика. Поэтому нужно обращать внимание, вот, соразмерять мышечные усилия с двигательной задачей и учить ребенка вот силе нажима, когда ребенок, например, закрашивает, очень много надо давать таких заданий, когда можно штриховать, закрашивать, обводить по контуру. Все это как раз формирует мелкую моторику, умение правильно держать, выполнять правильный захват, и в дальнейшем это уже будет помогать именно в письменной речи, когда вот ребенок начнет писать. Так, ну вот я уже как бы об этом сказала, что у многих деток трудностями в учебной деятельности могут быть обусловлены несформированностью зрительно-моторной координации, вот несогласованность работы руки и глаза.
Дальше, о чем мы еще можем? Так, сейчас, секундочку. Ну, про речевые вначале я вам сказала. Давайте дальше продолжим. Посмотрим, что же у нас. Так, ну, обратим внимание на психологическую основу, да, нарушений речи. У большинства детей проявляются психоневрологические соматические расстройства, пониженная сопротивляемость к различным инфекциям, аллергические реакции, хроническим заболеваниям внутренних органов. Поэтому большое значение, обращаю еще внимание родителей, что большое значение имеет в коррекционной работе это лечебные профилактические мероприятия. Большинство моих воспитанников, ну, практически 100% деток в группе, они находятся именно под медицинским наблюдением. Есть конкретно какие-то хронические заболевания, там другие врачи наблюдают за этими детками, но обязательно за детками, у которых нарушение, тяжелое нарушение речи, обязательно нужно обращаться к неврологу, психиатру, говорить о своих проблемах. Например, ну, из своего опыта могу сказать, что родители приходят, мы, говорит, не знаем, что сказать врачу, неврологу. Ну и вот начинаешь объяснять вот эту проблематику, что вот, как я выше уже говорила, что вот ребенок, предположим, не может выразить, например, какую-то фразу свою, сказать, что он хочет, да, или, например, говорит слова короткие, усеченные, замены какие-то происходят, слоговые замены. Вот на это нужно обращать внимание. На ту же самую общую и мелкую моторику тоже надо обращать внимание, то есть говорить врачу. И когда идет вот комплексная именно коррекционная работа, то есть когда работает и ребенок получает лечение, и идет коррекционная работа с логопедом, то тогда, естественно, вот этот комплекс, он помогает ребенку преодолеть все эти трудности в обучении. Как мы говорим, уже вот наша тема, она и является трудности в обучении. То есть нужно обязательно все делать в комплексе. Тогда будет эффект, и тогда ребенок будет намного успешнее, чем он пришел до того, как обратились именно к логопеду. Давайте дальше посмотрим. Так, ну я вот сейчас немножко вернусь назад. Дальше я хотела с вами показать какие-то игры, обзор игр, как можно с ребенком играть, потому что родители вот часто обращаются, вот мы, говорит, не знаем, вот у меня, например, я в своей работе, естественно, использую тетради для выполнения домашних заданий. То есть у кого-то более расширенная, например, помимо звукопроизношения, и работа идет более обширная, то есть направлена на все речевые зоны, например. И когда даешь домашнее задание, чтобы родители могли закреплять, родители приходят с такой вопросом, говорит, ребенок не хочет заниматься. У нас, говорит, тетради летают по всей квартире, и, говорит, мы не можем его посадить, чтобы ребенок сел заниматься. Я обращаю внимание, что тетрадь, она является, наверное, помощником для родителей. Не для ребенка, а именно для родителей. Да, какие-то задания есть в тетрадках, когда нужно выполнить вместе с ребенком. Но не обязательно вот тот объем, который я даю, не обязательно его выполнять, вот прямо сесть сегодня и его выполнить. Да? То есть данное задание можно делить, дифференцировать. Сегодня выполнить одно задание, завтра другое выполнить задание. Может быть, в выходной день утром что-то с чем-то одним позанимались, днем с другим позанимались. И как само понимание позаниматься, это не значит вот сесть за стол и заставить ребенка что-то делать. Естественно, все происходит в игре, потому что все-таки сенситивный период, дошкольный период – это игра. Поэтому все происходит через игру. И родители, часто приходящие на консультацию, вот я им показываю какие-то свои пособия, рассказываю, как можно играть с ребенком.
Вот задание закреплять через вот такую-то игру, через такую-то игру. Сейчас мы с вами посмотрим, какие, может быть, маленький процент игр, которые у меня есть, вот, как это можно организовать дома, для вас подготовила. Поэтому давайте посмотрим. Ну вот смотрите внимательно, вот здесь, значит, изображен сортер. Это вот данное пособие я покупала в интернет-магазине. Очень интересное пособие. Сейчас сортеров достаточно очень много по цвету, по форме сортеры, выполнены в пластмассе, в дереве выполнены, как угодно. Вот данная, смотрите, ситуация. Здесь у меня представлена стиральная машина, холодильник, посудомоечная машина, духовая плита, духовка. Вот. И ребенку нужно будет, значит, рассортировать, что нужно постирать, что нужно поставить в холодильник, чтобы помыть в посудомоечной машине, и что можно приготовить. Данное пособие, оно вроде бы небольшое, но оно очень многофункциональное. То есть если мы обратим внимание, во-первых, значит, все выполнено в дереве, и данные как бы, вот одежда, тут продукты, да, они все были в каких-то формах. То есть вот видите, да, то есть я сначала все это выделила, все вот эти предметы, да, предметы все, и рамочки остались. Рамочки выкидывать не надо. То есть кажется, да, ну, лишнее. Посмотрите, сюда можно будет вставлять вот эти предметы. Рубашечку, например, ставили, да, и вы тут же закрепляете все грамматические, можно категории закрепить, да. Что ты в рамочку вставил? Рубашку, сарафан. Тут закрепляется, посмотрите, именительный падеж. Вставил в рамочку. Что в рамочку вставил? Значит, тут уже идет предлог, закрепляется, да? Значит, все, мы нашли, что в рамочке у нас закрепили, затем мы можем рассортировать. То есть, что мы кладем в стиральную машину? Опять же, закрепление предлога. Можно поставить, что ты поставил на плиту. На плиту поставил сковородку с чем? С яичницей. Посмотрите, сколько сразу грамматических категорий мы закрепляем. Те же самые, значит, когда вы положили в разрез, значит, в прорезь положили какой-то предмет, вы спросили ребенка, а чего нет? Тут же закрепляется следующая грамматическая категория родительный падеж. И вы уже с ребенком проговариваете, чего нет? Нет рубашки, да? То есть в стиральную машину положили. Нет свитера. То есть закрепляется падежное окончание, и вот уже как бы вам идет ваша работа. Да? То есть не надо вот сажать ребенка и бедного его тетрадкой мучить. Следующее, вот посмотрите, пособие очень простое, ничего сложного нет, разрезная картинка. У меня эти разрезные картинки есть по лексическим темам, то есть их много. Лексические темы строятся на ближайшем окружении ребенка, то есть все, что ребенка окружает, мы об этом всегда говорим. То есть овощи, фрукты, продукты, мебель, семья, вот это лексические темы. И посмотрите, тут закрепляется оптико-пространственные отношения, то есть ребенок должен соединить детали картинки, не пазлы, как вот часто родители говорят, мы пазлы хорошо собираем. Пазлы, понимаете, они там как бы скрепляются, вот эти крепления, ребенок уже бывает по этим соединениям, он понимает, как вот соединить детальку. Когда идут прямые разрезы, да, то ребенку немножко сложнее в этом отношении, когда, посмотрите, сколько много. Начинаю, если маленькие детки, начинаем, конечно, с разрезных картинок, разделенных на 2 части, предположим, потом на 3 части, то есть раз, два разделена картинка, затем на 4 части. Более сложная задача, когда уже разделено, посмотрите, вот в разные диагональные линии, и ребенку очень трудно бывает, когда если есть нарушение оптико-пространственное, то ребенку соединить картинку очень сложно. Можно убирать картинку, то есть образец, то есть ребенок должен собрать. Если затрудняется, тогда образец ставим. И здесь собрали картинку и поговорили, предположим, о капусте. О чем ты хочешь сказать? О капусте. Опять закрепление падежных конструкций. О чем? Предложенный падеж.
Описание. Какая капуста, да? Давай подберем словечки. Какая капуста? Капуста круглая, капуста зеленая. Сразу начинаем у ребенка воспоминания, ощущения, потому что капусту ели, наверное, все там детки, да? Вы же деток кормите, естественно, ребенок через чувственный опыт, он это знает, что такое капуста, и поэтому вспоминает, что капуста может быть хрустящая, да? Может сладкая капуста быть. И вот вы подбираете, то есть на одно слово вы уже сколько подобрали прилагательных. И это как раз вот у вас идет накопление словаря. То, чего, предположим, деткам с тяжелыми нарушениями речи не хватает. То есть накопление словаря и потом работа с этим словарем. Очень интересное задание. Я думаю, что вот данные вот пособия, если сортир, предположим, можно там... Его тоже можно приготовить в домашних условиях, ту же самую коробочку и провизи сделать, и нарисовать с ребенком, то есть у вас будет совместная деятельность. То же самое сделать картинку и разрезать ее, я думаю, что это не составит труда. Дальше посмотрим. Что же я еще использую? Смотрите. Естественно, это вот я в своем кабинете, да, я собираю точно так же множество киндер-сюрпризов. У меня от дочки остались игрушки, да, родители приносят, говорят, остаются, говорят, ну, выкидывать. Я говорю, что вы, говорю, выкидывать ни в коем случае нельзя. Все это обыгрывается. Вот эти маленькие игрушечки, они обыгрываются. Камушки, вот эти камушки, многие родители приходят на консультации, и детям очень, во-первых, нравится. Это камушки с фикс-прайса. И продаются они маленькие, это я просто, в общем, накапливаю и потом складываю в большой контейнер. И мы тоже также можем дифференцировать эти игрушки и использовать их в работе. Предположим, на звукопроизношение дает логопед задание, например, закрепление звука, например, «с», да, и его нужно сказать, например, логопед говорит, вот чтобы автоматизировался звук, надо его отдельно говорить. Вот, например, вы даете задание, давай выложим, например, 10, там у меня тут есть просто камушки, есть, например, цветочки, есть звездочки, да, и вот выкладываем 10 звездочек. То есть вы, помимо того, закрепляете счет с ребенком, закрепляете сам звук, также вы можете слоги проговаривать, например, са, например, 5 камушков выложили, да. То же самое, вот есть такое пособие, тоже сделано своими руками. Обычные бутылки, отрезанные горлышки, посмотрите, все сделано на такую дощечку прикручено, все. Развитие мелкой моторики, то есть то же самое, ребенок откручивает крышки. Очень тяжело детям это дается. Кажется, что вроде бы такое задание простое, но детям дается очень тяжело это задание. Открутить получается, закрутить не всегда, потому что не может ребенок посадить на резьбу. Это первое. Потом посмотрите, здесь у меня есть пинцет. То же самое, покупала набор пинцетов в фикс-прайсе. Ребенок захват, вот захват, про который я вам говорила еще в начале нашей консультации, ребенку очень тяжело захватить. Иногда бывает руками тяжело захватить, да, когда руки не действуют, нарушена вот эта моторика. Вот. А тут еще с пинцетом, представляете, захватить и еще взять этот камушек и положить в прорезь для бутылки, еще и закрутить. То есть сколько много функций выполняется. И при этом еще, например, произнести какой-то, например, звук или слог произнести, или, например, заданное слово какое-то повториться логопедом. В данном случае, если там с мамой, с папой занимается ребенок. То есть это интерес для ребенка, и в то же время вы ребенка подводите к тому, что он с вами в игровой ситуации закрепляет то задание, которое, например, дает логопед. Следующее. Ну вот данное пособие, оно не новое. Среди нас, логопедов, это уже давно известное пособие игры с прищепками. Но когда начинаешь показывать родителям, и родители всегда удивлены, говорят, надо же, говорят, вроде бы ничего особенного, прищепки, а сколько много всего можно с ними сделать. То есть вот я тут представила только минимум. Самое распространенное – это времена года. Чаще, вот когда происходит диагностика, то в первую очередь, конечно, проверяется знание детей именно
времен года. Знают ли дети времена года? И вот посмотрите, здесь вот у меня представлен такой круг с прищепками, и ребенок должен подобрать конкретные признаки данного времени года, что относится к зиме, к весне, к лету, к осени. И вот точно так же получается, сколько многофункциональное пособие, которое нам помогает и мелкую моторику развить, и закрепить признаки времен года. И тут же, например, мы грамматические категории можем закрепить, предположим, например, назвать ласково какие-то предметы, например, вот осенью лист, листочек, назовем гриб, грибочек, да. Вот задал логопед вам задание назвать, например, предметы ласково, да, потому что окончание, чтобы ребенок умел произносить. И вот вы произносите кормушка, кормушечка, снеговик, снеговичок и так далее. То же самое вы можете закрепить множественное число. Например, признак осени, гриб, растут грибы. Значит, то есть один гриб, растут грибы. Один лист, на дереве листья. Вот. И вы точно так же закрепляете вот эти все категории. Данные пособия, вот у меня тут еще представлено в коробочке, и помимо времен года еще времена суток. То есть когда детки закрепляют утро, день, вечер, ночь. То же самое с прищепочками работают, то есть на другой стороне. Такое же пособие я уже не стала как бы фотографировать. Есть, например, по домашним животным. Очень интересно, тоже такое многофункциональное пособие. Игра, когда, например, нужно в центре есть расположены картинки животных, и либо вставляется, может быть, в круге кладется картинка, например, какого-нибудь домашнего животного или дикого животного, да, и к нему подбирается картинка детеныша, также на прищепочку, не обязательно, чтобы он приклеено было, да, на прищепку, а просто прищепкой прицепить к кругу, например, или к квадрату, как угодно, значит, да, вы можете, главное, вот, чтобы ребенок пользовался прищепкой, да, детеныш домашнего животного, чем домашнее животное питается, где живет домашнее животное, какую пользу приносит домашнее животное. И вы с ребенком это все обговариваете, все это в игровой ситуации. То есть это уже, опять же, я отвожу от того, чтобы в тетради, например, родители должны записывать, просто записывают сами, отчет, как бы некоторый отчет дают. А с ребенком вы играете. И ребенку интересно, и в то же время закрепляете все вот категории. Так, дальше давайте посмотрим, что есть. Ага, вот тоже игры, вот есть такая игра, вы можете то же самое нарисовать. Предположим, игра называется соковыжималка. Дети очень любят сок, но, к сожалению, они не могут образовывать относительные прилагательные. Например, если сок из яблок, то это какой сок? Яблочный. Ну, чаще это знают. Но когда более сложный как бы подбор, то ребенок затрудняется. Сок из абрикосов какой? Абрикосовый. И вы возьмите то же самое. У меня здесь уже, как говорится, материал подобранный, а вы то же самое можете, предположим, нарисовать стаканчик и нарисовать внутри абрикосик. То есть тоже в игровой обстановке вы закрепляете относительно прилагательные. И ребенку интересно, тут же у вас получается, вы можете закреплять и относительные прилагательные, и цвет, и закрашивать, то есть штриховку можете выполнить. То есть много-много-много дополнительных сделать, ну, как бы функций выполнить, да. Затем, посмотрите, вот есть пособие, это мы с воспитателями делали, то есть как пришли к тому, чтобы сделать такое пособие. Просто была коробка из-под чая. Ну, мы думали, как же вот эти ячейки вот использовать, и потом придумали. То есть у многих родителей есть дача, у бабушек, у дедушек есть дача. И дача – это такой кладезь, когда ребенка можно, где можно развивать ребенка, рассказывать ему, да. То есть посмотрите, здесь собраны семена, и в пакетиках лежат, и ребенок, и вот картинки подобраны. И ребенку необходимо найти
подходящее семя, положить его в ячейку, да, вот, например, верхняя у нас картинка помидор, и находите с ребенком семена томата, да, то есть помидор, томат. В то же время вы можете также закреплять пространственные отношения, например. Давай найдем то, что находится в правом верхнем углу. Вот мы нашли помидор. Что находится в левом нижнем углу? Морковь. То есть посмотрите, тут и пространство идет, и закрепление самих как бы овощей, закрепление обобщающего понятия, что это овощи, да, что они растут на грядке, что овощи могут расти в земле либо над землей. Да. Здесь вы закрепляете сами семена, смотрите с ребенком, то есть это общее развитие, не обязательно прям, чтобы ребенок знал эти семена, вот, но, по крайней мере, вы у чего семя, да, например, смотрите, у перца, закрепляете уже предлог. У чего семя? У гороха. У чего? У тыквы. Вот. Также вы закрепляете и цвет, и форму, и вкусовые какие-то качества. Вот. То есть точно так же в игровой форме большой объем знаний для ребенка. Дальше вот игра еще есть. Сейчас очень модно и распространено. Дальше там увидим, пособие есть. Игры на липучках. Посмотрите, вот то же самое. Здесь у меня выполнено, потому что, во-первых, демонстрационный материал, потом ребенку интересно играть. То же самое. Вы можете нарисовать кастрюлю. Ну, кто не умеет, предположим, найти в интернете, распечатать кастрюлю, да, и вот здесь игра на липучках. То есть вы можете, например, сварить с ребенком щи. Что для этого нужно? И вот вы закрепляете, помимо того, что набор овощей, да, вы тут же говорите, что кладете в кастрюлю. Мы кладем в кастрюлю помидор, мы кладем в кастрюлю лук, мы кладем в кастрюлю морковь, и все это проговаривать с ребенком. Затем вы то же самое можете, например, сделать с натуральными овощами, также сварить, порезать там овощи, фрукты, и то же самое. Что я делаю? Я нарезаю капусту, я нарезаю помидор, отрабатывается и сам предметный словарь, глагольный словарь, нарезаю, шинкую капусту, да, жму капусту, нарезаю, режу капусту, да, картофель мою, чищу, режу, тру на терке, например, да, тоже можно картофель, например, или морковку тру. Вот. То есть посмотрите, сколько всего вы можете обговорить при одной какой-то игре, сколько всего закрепить. Так, следующие вот игры. Ну вот я вот вам представила игры на магнитах. Хочу поделиться, что ну, это, конечно, профессионально купленная игра в деревянном также исполнении, но очень часто, наверное, у многих, да, ну, есть магнитики такие, как магнитный винил, они мягкие такие магнитные. Вот я такие магниты не выкидываю. Помимо того, что я, как говорится, профессионально закупала магнитный винил, а еще вот есть такой мягкий, ну, вот разные предприятия там где-то выпускают вот эти мягкие магнитики, да, вы их не выкидываете. Вы также, точно так же разрезать, какую-то картинку сделать, сзади на двухсторонний скотч приклеили, и вот вам уже готовое пособие. Где магнитную доску найти? Естественно, на кухне, на холодильнике. Вот. И точно так же с ребенком играйте. Вот посмотрите, здесь у меня, вот, например, просто игра «Одежда по сезонам». Да? Вы точно так же можете приготовить какие-то задания, например, ребенку, ну, подобрать одежду для ребенка. Что наденем осенью, что наденем весной. Здесь можно также шаблон вырезать куклы, например, и отдельно вырезать панамку, отдельно вырезать платьице, отдельно. Раньше, если помните, кто вот постарше, я не знаю, наверное, сейчас еще есть такие игры, когда кукол одевали. Бумажные куклы, их одевали, там придумывали, значит, там, и пальто можно надеть, и футболочки, и обувь какую-то обуть нужно. Здесь же также отрабатываем мы.
Что можно с одеждой делать? Надевать. Надеваем что? Не одевать, одеваем кого? Запоминаем. Надеть что? Надеть платье, надеть ритузы, надеть колготки, надеть футболку. Вот. И здесь вы также закрепляете предметный словарь. Затем вы что можно еще сделать? Глагольный словарь. Постирать одежду можно, сушить, гладить, зашивать, ремонтировать. В общем, большое количество глаголов, которые вы можете сказать про одежду. То же самое, вот, например, игры на липучках. Вот я вам уже вверху говорила, вот есть такие специальные на Алиэкспресс, я покупаю, и можно просто купить вот эти ленты, продаются, их нарезать и на самоклеющий двухсторонний скотч посадить. И вот у меня тут игра, тут, может, не очень хорошо видно, представлены различные предметы, вот, диван, трава, ковер, кровать, горка, бревно. И отдельно идут мальчики и девочки. И вот я, например, отлепляю, вот серединки здесь, если видите, липучка, и прикрепляю. Где сидит Ваня? Ваня сидит на ковре. Ваня сидит на кровати. То есть закрепление и предлога, и падежных окончаний. Тоже, я думаю, игра не такая сложная, и как бы и с ребенком можно и куколок вырезать, придумать или скачать там с интернета. Это не так сложно. И тут уже вы в игровой форме закрепляете, первоначально вы закрепляете предлог «на», ну и падежное окончание, как я уже сказала. Так. Очень интересная игра на противоречиях. Смотрите, да и нет. У меня еще есть там впереди, расскажу о играх с Fix Price. Игра там со звоночком идет, и дети очень любят заниматься именно со звоночком. И вот такая игра. Например, здесь вот с левой стороны у меня получается глаголы, с правой стороны предметы. И вот, например, я ребенку говорю, например, это синий карандаш. Ребенок говорит, да, это синий карандаш. То есть тут отрабатывается и фраза, и понимание фразы, в первую очередь понимание фразы, и сама фраза, например. Да? Например, ребенка спрашиваю, это вот лимон нарисован, да, я ему говорю, это помидор. Ребенок говорит, нет, это не помидор. Дети очень любят в эту игру играть, только да, на противоположность. То есть ребенок должен правильно ответить на вопрос. Да? То же самое. Он, например, мальчик здесь пьет. Да? Можно сказать, мальчик спит? Нет, мальчик пьет. Добавляем, например, мальчик пьет воду. Уже формируется фраза. Грамматически правильная. Да? Мальчик, вот здесь, например, он лежит. Здесь и местоимение, например, употребляется. Он лежит? Нет. Он стоит. И либо я могу так спросить, она спит? Да, посмотрите, противоположность какая. Ребенок должен сказать, да, вроде бы правильно выполнено, да, что спит ребенок, да, например. Но я говорю, она спит. А тут он спит. То есть ребенок должен исправить, что он спит. Вот. Очень интересно умение именно ребенка размышлять, мыслить и правильно эту фразу выстраивать. Чаще всего еще дети с тяжелым нарушением речи, у них вот эти родовые понятия, они страдают. То есть ребенок не различает, например, формы женского, мужского, среднего рода. И вот здесь очень хорошо вот на этих карточках можно отрабатывать. То есть сначала можно отрабатывать, например, сами родовые понятия. Я чаще деткам, у кого такие проблемы возникают, мы сначала начинаем работать, предположим, это я немножко отвлеклась, чтобы вам напомнить, начинаем работать, например, с женским родом. И я показываю ребенку она, например, каша. То есть я открываю широко рот и показываю ребенку, что окончание должно быть а, да? Шапка, машина. И рисую вот такой кружочек, чтобы ребенок понимал, что широко открывается рот, а произносим на конце. Это женский род. Да, есть исключения, там, предположим, кровать,
Ночь – это исключение, но это мы как бы не добавляем. Самое главное, чтобы ребенок научился вот ориентироваться в женском роде, в среднем роде, что средний род – это оно, да, солнце, вытянуто немножко там, пальто, вот тянем, и показываем артикуляционно ребенку вот, задание, чтобы ребенок мог дифференцировать именно женский, средний и мужской род. Это вот чаще всего бывают такие нарушения. Вот. А в этой игре с ребенком очень интересно играть, и сразу видно вот именно понимание, понимает ли ребенок инструкцию, мыслительную деятельность развивает очень хорошо, мышление именно. Так, дальше продолжим, посмотрим. Ну вот тоже пособие, это, конечно, купленное, но я думаю, что у кого есть дедушки, папы, могут помочь сделать такое пособие. Открой дверку. Во-первых, тоже то же самое. Мелкая моторика задействована, то есть ребенок учится, очень любят дети открывать и закрывать замки. И смотрите, то есть окошечки, вот здесь у меня спрятаны картинки, разрезные картинки, и, например, на какой-то звук. Вот в данной ситуации у меня просто здесь картинки, подготовленный материал на звук «с», автоматизацию. И вот ребенок открывает дверцы попутно, ищет картинку, потом эту картинку складывает, и мы уже отрабатываем с ним звук, например, «с» в словах. И ребенку интересно, не муторно сидеть, повторять все время одни и те же слова, например, чтобы выработать эту автоматизацию. Да? И весело, и при изготовлении такой игры, такого пособия, да, привлекает ребенка, потому что мальчики так особенно не любят вот заниматься и крутить, и прикручивать гайки и замочки, вот это все, всем этим заниматься. Я думаю, очень интересно. Оно тоже также многофункционально, не обязательно, вот здесь я просто представлю на звук, например, да, то же самое вы можете искать по определенной какой-то лексической теме, когда, например, логопед задал задание, да, например, найти лишний предмет. Вот у вас 9 этих, как его, дверок, да, или может меньше дверок сделать, не обязательно такое количество, да. Ну, вот то же самое, ребенок открывает дверки и ищет, например, лишний предмет. Вот, ряд, например, овощей и один фрукт. И ребенок должен вычленить этот фрукт и сказать, почему эта картинка, например, лишняя. Ну, вот, очень такое многофункциональное пособие и интересно для ребенка. Дальше давайте посмотрим. Ну вот я вам еще тут представила игры на дыхание, на развитие дыхания, потому что без дыхания, естественно, не может быть правильной речи. Первоначально, прежде чем учить ребенка правильно произносить звуки, надо научить его правильно дышать. Дышим мы, естественно, выдох, произносим все на выдохе. Детки часто приходят у нас с верхним дыханием, когда дышат грудью, когда неправильный вдох делают, и поэтому вот такие пособия придумывают. Здесь стоят у меня вот перышки. Родители подарили, не помню, на какой-то праздник, значит, интересно, просто шар с перьями. И не выкидывать же перья. Вот перья эти приспособила. То есть часто ламинирую, остаются обрезки от ламинирующей пленки. И вот на эти обрезки я посадила вот эти перышки обычным степлером. Ребенку интересно, ребенок дует, ему интересно. То есть и посмотрите, и тут и цвет можно закрепить, да, и вот поработать именно дыханием. Обычные вертушки. Вот футбол уже у нас среди логопедов обычное, говорит, пособие уже практически у всех есть, но вот родителям просто придумать. Взяла обычную коробочку, вот пластмассовую, разрезала, сделала воротики. Вот, и ребенок, нарисовали поле, вот, и ребенок должен загнать вот такой у меня легкий мячик, либо ватный такой мячик сделать, и поддуваете. Загнать ворот. То же самое можно в виде соревнования сделать. Во-первых, и правильно учите дышать ребенка, и цели какой-то учите, и соревновательный какой-то элемент здесь идет.
Ну и вот все это вот тоже поддувалочки различные. Вот венки тоже увидела идею, очень понравилось. Сделано каждый сезон, вот, например, осенний, вот сейчас будет осень наступит, осенью будем задувать листик. Дуем, когда вот этот в середине кружок вот с листиком, с бабочкой, он крутится. Ребенку интересно, и в то же время вы отрабатываете выдох правильный. Так, это то, что нам по дыханию нужно. Ну и вот я перешла к тому, что связанная речь – это уже высшая у нас психологическая, психическая деятельность, когда ребенок должен научиться высказывать свои, не только уметь пересказывать, рассказывать что-то, но и высказывать свои мысли правильно и грамотно, да? Когда уже у нас накоплен и какой-то словарь по теме, и когда мы научились грамматически правильно изменять, и слово изменять, и слова, значит, да, то тогда уже выстраивается фраза. Затем из фразы формируется уже какой-то маленький рассказик. Естественно, дети с тяжелыми нарушениями речи, у них вот чаще они пользуются какими-то однословными, например, если взрослый задает вопрос, однословно либо отвечает, нужно, конечно, эту фразу разворачивать, чтобы ребенок полностью... Понятно, когда мы в обычной речи спонтанно разговариваем, и мы не говорим полностью какую-то фразу, не разворачиваем, мы можем ответить простым словом. Но ребенка мы учим для того, чтобы он впоследствии мог пользоваться своей речью, то мы учим, конечно, красиво излагать мысли. И чаще... ребенок вот с трудом выстраивает. Поэтому вот я вот тут поставила такую картинку, вот фразовый конструктор. Почему конструктор? Потому что мы выстраиваем речь. Здесь не очень хорошо видно, но вот я взяла, например, на кубиках изображены, значит, может быть, члены семьи, какие-то люди, какие-то там животные могут изображены быть, да? Затем есть кубик со словами действиями, кубик у меня с предлогом и кубик с какими-то предметами, да, то есть различные нарисованы. И вот мы выстраиваем, не обязательно это все делать как бы в кубиках, можно просто с ребенком нарисовать, предположим, картинки. Картинки предметы, картинки действия. Сейчас вообще даже в интернете вы можете очень много найти картинок именно действий, когда вы не знаете, как ребенку объяснить что-то, да. То есть вы уже ребенку картинки эти можно скачать и уже выстраивать. И вот, предположим, такая фраза. Мама, вот первая картинка, мама сидит, предлог, на стуле. Затем вы меняете. Мама, например, сидит на кровати. Мама сидит на диване. То есть, посмотрите, меняется последнее слово, фраза, значит, получается, вот, чтобы ребенок запомнил, и предлог запомнил, и, например, слово действие запомнил, да, и окончание запомнил. Вот это вы все отрабатываете. Например, меняете картинку. Папа сидит на стуле, дедушка сидит на стуле, бабушка сидит на стуле. То есть здесь вы можете, помимо вот как бы менять различные, вот почему конструктор называется, то есть вы меняете различные слова. Мама, например, спит на диване. Вы также можете поиграть с ребенком в том плане. Мама спит на стуле. Ну, удобно спать на стуле? Да нет, неудобно, можно поменять, например. Да? Вот в игровой ситуации вы можете ребенку как бы дать задание такое на проблемность ситуации. Мама спит, например, вот возьмите на телевизоре. Может быть такое? Нет, не может. Давайте исправлять. И вот ребенок сам, вот выкладывая картинки, он уже формирует фразу. Он пытается вам эту фразу составить. Здесь вот у меня тоже такое пособие. 2 круга берется, и дети смотрят телевизор. Это уже когда мы учимся составлять, например, рассказ. И посмотрите внимательно. 2 круга, значит, вот 4 картинки, например, да, и вот телевизор, здесь вырезается телевизор, это тоже не так сложно как бы придумать, и вот рассказать, что дети смотрят по телевизору, например. Вот если здесь посмотрим, гусеница ползет к грибу.
или там гусеница увидела гриб, она подползла к грибу, она залезла гусеница залезла на гриб, она его съела там или еще что-то. Вот по действиям посмотреть, и уже вы составили маленький рассказик. Это называется рассказ по серии картинок. Вот. То же самое, есть очень много печатных изданий. Вот видите, короткие истории в картинках. То есть тут интересно очень, почему это пособие. Во-первых, вот история в картинках – это очень такое старое пособие, но очень хорошее. Тут, значит, ребенку дается несколько, то есть дается история, и ребенок должен разложить в первую очередь, сначала должен разложить последовательность истории. Это уже дает понимание, понимает ли ребенок вот эту ситуацию, вот эту историю, то есть правильно ли разложил, а затем уже с ребенком рассказать. Почему интересна серия таких игр? То есть когда дается одна большая сюжетная картинка, ребенку очень сложно разобраться в этом сюжете, да, и выстроить вот эту линию сюжетную. А когда идет серия сюжетных картинок, тут уже действия, они сами разложены. И тут только рассказывать. Вот здесь произошло на первой картинке одно действие, другое, третье, и уже выстраивается целый рассказ. Поэтому сначала, конечно, работать лучше по серии сюжетных картин. Потом уже самое, как говорится, высшее, значит, да, это уже когда рассказывается сама сюжетная картина. Бывает, взрослые не могут составить рассказ, а мы иногда требуем от детей. Не иногда, а постоянно требуем. Вот. И здесь вот тоже истории, короткие истории, очень тоже интересно. Тут и смешные, переходящие. Одна история, переходящая в другую историю. Это не одна история, а много историй. Поэтому посмотрите, чтобы было интересно, когда вы, предположим, будете заниматься с ребенком, то вот эти короткие истории в интернете они тоже выкладывают. Есть интересное пособие. Можно найти и распечатать. Так, вот я вам хотела еще показать пособие. Оно было также представлено в фикс-прайсе. Пособие на внимание, но оно такое тоже интересное и многофункциональное. Вот я вам говорила про эту кнопочку. Дети очень любят этот звоночек, играть с ним. И я его применяю при разных, например, когда занимаюсь с детками, играю, в разных направлениях. Например, мы учимся, отрабатываем какой-то, например, звук, и ребенок сказал правильно, значит, он нажимает кнопочку. Если сказал неправильно, значит, он должен исправить себя. Когда он снова произнесет этот звук все правильно, значит, он снова нажимает. То есть вот само движение и сам вот этот интерес ребенка, чтобы нажать эту кнопочку. То же самое вот этими колпачками. Значит, да, тут, во-первых, очень хорошо представлены сами цвета. Они понятны, то есть не оттенки какие-то, а именно цвета. Когда чаще еще также дети с нарушениями речи, и также нарушены сенсорные какие-то эталоны, то есть у детей многие проблемные детки, они не знают цвета. Поэтому тут можно, например, согласовывать, взять красный колпачок, предположим, и берете разные предметы. Предметы черно-белые. И вы, например, говорите, красный колпачок стоит у вас, и вы предмет подставляете. Например, красный цветок, красная подушка. То есть черно-белый вариант, а ребенок должен согласовать цвет, то есть окончание правильно сказать, и назвать предмет. Например, то же самое, когда вы тоже слоговую структуру слова закрепляете, то вы... Например, берете, например, желтый цвет. Желтая дыня. Простые слова, да? Или подбери, например. Про что можно сказать желтый? Желтый цветок, желтый лист. То есть умение подбирать слова. Это тоже является то есть нарушение, когда ребенок не может согласовать. Вот как раз в этой игре вы можете применять
и цвета, и согласование, и предметы, предметный словарь закреплять, и мыслительную деятельность. Вот все вот в этой игре. Казалось бы, просто колпачки, звонок, карточки. Очень много различных пособий. Так, и ну вот как бы благодарю за внимание. Я, наверное, давайте сейчас вернусь. В заключение, как бы родителям хочу дать вот, наверное, такие некоторые рекомендации. Конечно, вообще, занимаясь с ребенком дома, относитесь к ребенку спокойно и доброжелательно, потому что ребенок воспринимает, конечно, эмоции в первую очередь. И когда вы раздражены, лучше не садиться и не заниматься в этот период, не играть с ребенком, лучше сначала отдохнуть самим, а потом уже вы принимаетесь как бы за деятельность какую-то. Никогда не нужно сравнивать своих деток с чужими детками, потому что ваш ребенок – это ваш ребенок, и он с вашей помощью достигает того уровня, то есть вы всегда помощники, и вы должны вести ребенка к тому, чтобы какой-то был результат. А сравнение – это, естественно, занижение самооценки ребенка. Никогда этого не делайте. Создавайте у ребенка субъективное переживание успеха, то есть это его успех должен быть. Не ваш в первую очередь, а его успех. То есть если он преодолел ту неуверенность, то, что он не мог выполнить какого-то задания, то когда он это преодолел, это его успех. И вы его хвалите за это, обязательно хвалите. И как бы авансирование такое, что у тебя все получится и все ты сможешь, да? Я тебе помогу, но ты все сделаешь сам. Вот, поэтому обязательно должна быть у ребенка мотивация. И никогда не внушайте, значит, не опережайте события, что там это все должно быть своим чередом. Но обязательно, конечно, должна быть похвала для ребенка. Это самое, наверное, главное для него. Вот когда он выполняет какие-то задания, вот как-то пытается сам себе помочь. Вы только как бы и его проводник. Проводники мы проводим вас, помогаем вам как специалисты, а вы проводник для своего ребенка. И чем, как говорится, опытнее проводник, да, то есть вы тоже приобретаете некий опыт, когда вы учитесь со своим ребенком. Поэтому будьте для своим ребенком путеводителем. Поэтому у вас все получится, и у вашего ребенка все получится. Ну, а для того, чтобы все было понятно, естественно, есть для этого специалисты. Поэтому обращайтесь в консультационный центр. Я благодарю всех за внимание. Очень было приятно работать. И вот смотрю, пока вопросов не возникло, наверное, было все понятно. Не вижу, да, нету вопросов. Закрываю.